Здравствуйте, дорогие друзья! Четверг, 19 октября 2023 года, и на канале «Аспекты Башкортостана» очередной утренний выпуск «Аспектов Республики», где я, Руслан Валиев, сегодня вместе с вами обсудим различные новости, которые на данный момент подоспели в наших республиканских СМИ и насчет которых есть что сказать. Причем не только мне есть что сказать, но и вам, поэтому я напоминаю, что у нас чат YouTube-трансляции для того и создан, чтобы через него общаться во время нашей программы. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы. Впрочем, и обычные комментарии, которые можно оставлять уже после окончания прямой трансляции, также не возбраняются, а всячески поддерживаются. Равно как и добровольные пожертвования на любую совершенно сумму, самую посильную, самую незаметную. Если у вас на то есть потребность и возможность, пожалуйста, делайте это. Для нас это очень важно. Сервис Boosty позволяет делать эти самые донаты, пожертвования, то есть, если говорить по-русски, и ссылка в описании к трансляциям найдется. Также я приветствую тех, кто нас посмотрит в записи, в Телеграме, в Одноклассниках, ВКонтакте. Никого не забыл. Поэтому можно, наверное, со смелой, как говорится, со смелым желанием начинать. Итак, значит, у нас есть довольно любопытные сегодня вещи. Не часто так бывает, поэтому, надеюсь, будет содержательно. Новые троллейбусы башкирско-белорусской сборки появились на улицах Уфы. Те самые, которые презентовали совсем недавно во время визита белорусской делегации в Башкортостан. Троллейбусы под названием «Горожанин» были переданы городу в рамках республиканской адресной инвестпрограммы. То есть тут как бы по деньгам более-менее объяснения официальные от властей есть. Собраны они Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом, по крайней мере официально так сообщается, из комплектующих Минского автозавода. В частности, видно просто кузов сам по себе этих троллейбусов, он оттуда. Все бы ничего. И даже то, что Олег Арефьев говорит, что там контактная сеть у нас требует обновления, я тут согласен, но вроде как и без обновления троллейбусы худо-бедно передвигаются. Тут что интересно, они покрашены в насыщенно зеленый цвет. А совсем недавно, когда у нас транспортная реформа стартовала, одним из первых мероприятий, которые власти республики широко анонсировали, Минтранс конкретно, тогда Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству, это брендбук был. Я думаю, что уфимцы, и не только уфимцы, жители республики прекрасно знают, что действительно, например, 99% автобусов, которые ездят по городам и весям нашей республики, по крайней мере, из тех, которые поставлены в последние годы, они соответствуют некому фирменному стилю. Они покрашены в белый кузовов, дополнительно украшены узорами такого голубоватого цвета с некими, соответственно, орнаментами, в частности, с башкирской тамгой, так называемой. А если говорить про автобусы коммерческих перевозчиков, там цвет вместо голубого бирюзовый, но стиль при этом тот же самый. И троллейбусы, и трамваи по данному брендбуку, который был за деньги приобретен, я напомню, в 2019 году, тоже должны соответствовать этому стилю. Тем более новые транспортные средства, которые поступают к нам в последнее время. Кстати, троллейбусы, поступившие там 2 или 3 уже года назад, такие же, горожанины с автономным ходом, они у нас соответствуют. Их 10 штук тогда было, и по 13 маршруту они были запущены. Нормально все. Почему вот эти новые зеленые? Кто здесь, мягко говоря, смотрит не туда, куда нужно смотреть? Или все-таки прав Олег Арефьев, который сказал, что они не были предназначены для Уфы, и, понятно, никто не удосужился элементарные вещи вспомнить, что их нужно покрасить. Казалось бы, ничего важного, ничего существенного, но именно эти мелочи полностью, мне кажется, иллюстрируют вообще подход к вопросу. Формальный, шапкозакидательский, еще и разгильдяйский. Все плохое, что можно вспомнить на примере этого конкретного троллейбусного
Значит, момент можно все это дело иллюстрировать. Если не согласны, можете поспорить, но мне именно так кажется. Потому что это простая вещь, которую можно и нужно соблюдать. Если такие вещи простые не соблюдаются, то что уж там говорить о каких-то более серьезных вещах. Так, издание «Пруфы» пообщались с экспертами, так сказать, которые поделились мнением по поводу городища Уфа-2. Среди этих экспертов член СПЧ, предприниматель Азамат Галин и экс-руководитель общественной палаты Шамиль Валеев. Такие вот два персонажа, ну, скажем так, вызывающие неоднозначную реакцию у части общественности, если правильно выражаться. Правда, по поводу экс-руководителя, наверное, все-таки общественной палаты, я бы сказал, что руководителя аппарата, все-таки Шамиль Валеев занимался аппаратом. И, кстати, я не слышал, что он ушел с этой работы, несмотря на то, что он избран депутатом Госсобрания Курултая. Ну ладно, может быть, какие-то детали. Смысл какой? Это было совместное общение на тему вот как раз-таки общественного конфликта, который имеется по поводу того, что у нас церковь правительства республики хочет построить на пересечении Закива-Лидии и Воровского на территории так называемого городища Уфа-2. Тут тот же Галин сказал, что компромиссным решением было бы восстановить храм, который там был на историческом месте. Место известно, там найден фундамент ранее разрушенного храма. А про само обсуждение в общественной палате, это было обсуждение с научным сообществом. Это он, значит, поделился с журналистами информацией о том, как они ранее эту историю обсуждали. Значит, в общем, пришли они здесь к компромиссу и заявляют, на мой взгляд, действительно в этом смысле рабочее решение для того, чтобы та общественность, которая выступает против и беспокоится по поводу появления там церкви, все-таки должна эту информацию как бы принять, наверное, и каким-то образом жить с этим дальше, что ли так. Потому что здесь действительно требуется дополнительная историческая аналитика. Но вот опять же я с теми знаниями, которые на данный момент у меня есть, все-таки склоняюсь к тому, что вот они предлагают наиболее оптимальный вариант. Марат Ахтямов пишет нам: «Хайрлы ирте». Доброе утро. Спасибо вам, Марат. И вам доброе утро я желаю. Соответственно, распространяю это пожелание ко всем нашим зрителям, вне зависимости от того, когда вы нас смотрите. Разваливающийся дом Веденеева в центре Уфы завесили новыми баннерами, сообщает издание Уфа-1. Ну и уфимцы, я думаю, прекрасно это могут видеть. Разрушенный дом Веденеева на Карла Маркса, я напомню, находится на пересечении Карла Маркса и Пушкина. Так. Ага. Значит, дом, построенный в 1900-903 годах, он признан памятником архитектуры, тем не менее за ним никто не следит, и к тому же там не раз были пожары, причем относительно недавно, ну как недавно, в 2018 году, если я правильно помню, последний большой пожар там был. В результате сооружение превратилось в развалины, внутри стали жить бездомные, на территорию забираются подростки и собаки. И по большому счету здание имеет только стены на сегодняшний день. В 2021 году вывешивали туда баннеры с изображением команды футбольный клуб Уфа, но в июле того же года их сняли. Тогда Олег Полстовалов, который на тот момент был главой Башкульт наследия, рассказал Уфе-1, что там проводились работы по изучению первоначального облика памятника. Эксперты делали лазерное 3D-сканирование, которое помогло бы сохранить вид здания при его восстановлении. В апреле 2022 года здания признали аварийными, не подлежащими реконструкции. В мае этого года мэрия Уфы изъяла здание у владельцев. Дальнейшая судьба дома неизвестна. Ну, надо сказать, о нем говорилось и на самых высоких трибунах. Я помню не одну встречу с тем же главой республики, когда журналисты задавались вопросами по поводу конкретного этого здания и аналогичных ему. Было понятно, что вроде как проблема известна, но сходу решение предложить власти не могли, потому что требовались частные инвестиции и очень серьезные инвестиции. Сейчас, я думаю, ситуация лучше не стала, и риск потерять подобного рода объекты, он растет с каждым днем без сомнений. Но сейчас давайте перейдем к серьезным, скажем так, темам, без которых не может, конечно, обойтись практически ни один наш выпуск, ни одна наша встреча.
Бойца ЧВК «Вагнер» из Башкирии объявили в розыск, но ему помогла медаль от Путина. Рассказываем как, пишет УФА-1. Очень во многом такая типичная история, но с небольшими нюансами. Просто для того, чтобы понимать, как что устроено. Бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Денису, имя его изменено, удалось остаться на свободе после нарушения условий ограничения свободы. В 2016 году он получил 8-летний срок за тяжкие телесные повреждения, которые повлекли смерть потерпевшей. Вину он тогда не признал. В 2021 году суд заменил ему остаток срока на колонию поселения, а потом и на ограничение свободы. То есть фактически он вышел на свободу лишь с некоторыми ограничениями. Значит, в ноябре 2022 года без, получается, чьего бы то ни было разрешения, он отправился на спецоперацию в составе ЧВК «Вагнер» при наличии ограничения свободы, то есть помилования не просил. Пропажу при этом его обнаружили только в январе 2023 года и объявили в розыск. В июле уже нынешнего года мужчина вернулся в Башкирию, и его задержали за нарушение условий приговора. Вроде как логично. Представители ФСИН сразу же попросили суд арестовать нарушителя на месяц и рассмотреть возможность заменить ограничение свободы на реальный срок. Однако им отказали. И дальше. Осужденный уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции в течение длительного времени, скрылся с места жительства, не являлся на регистрацию в инспекцию. Это они так написали, ФСИН. Однако, с 13 ноября 2022 года по 8 июля 2023 года он выполнял служебно-боевые задачи в зоне СВО, решил суд. Имеет ранение и указом президента награжден государственной наградой и медалью за отвагу. Поэтому представление УФСИН является необоснованным, в связи с чем оно подлежит отказу, говорится в постановлении суда. Вот таким образом человека, по сути, любого могут оправдать, достаточно лишь получить так называемую индульгенцию, побывав в местах, где проходит так называемое СВО. Дальше, продолжая немножечко эту тему, Рамиль Рахматов, журналист «Пруфов», в свое время главный редактор издания, официально уже прокомментировал тот факт, что он ушел в зону СВО после того, как Дилара Гундорова опубликовала часть переписки с ним. И вот уже вторая статья на эту тему в «Пруфах» выходит. Здесь он сообщает, что решение он принял 8 лет назад. Я просто некоторые вещи процитирую для того, чтобы можно было, наверное, как-то задуматься, что ли. Лично свой выбор я сделал не с начала СВО или мобилизации, а еще в 2015 году. Уже тогда я понимал, что будет гораздо большее столкновение, поэтому мысленно готовился к большой войне. Случилась спецоперация. Я видел, как умирают молодые, и это как ножом по сердцу. Я уже пожил. Я там был, я более опытен. Я думал, что на их месте должен быть я. Уволился, ушел в составе добровольцев. По словам Рахматова, во время службы ему чинили препятствия представители башкирской власти. В результате он оказался на самом тяжелом фронте, бахмутском направлении, в составе штурмовых подразделений, ни много ни мало. Там он получил ранение. Что касается критики своего решение пойти на СВО, он ответил мнение тех, которые будут критиковать меня за выбор, сделанный еще 8 лет назад. Мнение предателей страны Руслана Габбасова и его соратников комментировать тоже не хочу. Я напомню, Габбасов признан иностранным агентом, один из лидеров запрещенного и ликвидированного движения «Башкорт». Ныне живет в Европе и ведет телеграм-каналы, посвященные будущему, вероятному, скажем так, будущему Башкортостана. Так как не мое дело судить предателей. То есть он, Рахматов, считает людей, которые, мягко говоря, против нынешней ситуации и считают, что ситуация должна привести к коренным изменениям. К сожалению, он считает их предателями. Нас, наверное, даже, я скажу, в общем. Он сделал свой выбор. Опять же, я продолжаю цитировать Рахматова. И этот выбор тянет как минимум на уголовный кодекс. Вот так вот, да. Патриотизм заключается в том, чтобы защищать интересы своей страны, а не в том, чтобы хвалить Путина или Хабирова, считает Рахматов. То есть в данном случае, на мой взгляд, к сожалению, совершенно замечательный журналист, умный человек,
Ну, на мой взгляд, мы, в общем-то, давно общались и много раз пересекались по разным вопросам, отождествляет интересы своей страны и руководство страны. Хотя, опять же, есть мнение, и оно очень распространено, на мой взгляд, совершенно справедливо, что бывает такое, когда интересы страны и идеи, ну или конкретно и интересы ее руководства совершенно противоположны. И, на мой взгляд, именно та ситуация сейчас происходит. Почему Рамиль для себя принял такие решения? Ну, принял и принял, как говорится, и принял, оказывается, давно, намного раньше, чем даже мы с ним познакомились. Как говорится, в таких ситуациях сложно как-то объективно комментировать момент, но остается лишь добавить, что, скорее всего, история рассудит. Будем надеяться на это. Тем временем, другие новости у нас тоже, конечно, есть. Ну, вот такие, например. РБК. Башкирии предложили возродить общественные пункты правопорядка. Вот опять же, да, когда хочется имитацию бурной деятельности развить, что-то продемонстрировать, подобного рода инициативы звучат. Значит, центры взаимодействия правоохранительных органов, прежде всего полиции, с местными жителями. То есть на сегодняшний день, видимо, недостаточно. Ну, я, разумеется, согласен, недостаточно, этого взаимодействия нет. Но мне кажется, что не создавай, этого взаимодействия больше не станет, потому что в параллельных реальностях живут наши правоохранители и обычные граждане. Тем не менее, такое предложение выдвинул Общественный совет при МВД. Он есть, если вы не знали. Глава Совета, бывший министр внутренних дел по республике Рафаил Диваев, тот самый знаменитый Диваев времен Рахимовских, выступая на заседании Комитета Госсобрания и Курултая по общественной безопасности, предложил выделить деньги на содержание таких пунктов из республиканского бюджета, то есть дополнительные затраты предложил создать. На сегодняшний день отсутствует ведущее звено между обществом и органами внутренних дел. И таким звеном могли бы выступить общественные пункты правопорядка. Раньше они назывались опорными пунктами правопорядка, созданные на территориях сельских поселений, а в городах республики на территориях, обслуживаемых участковыми уполномоченными полиции. В целях осуществления деятельности действенной профилактики и предупреждения правонарушений, а также координации эффективного взаимодействия муниципальных образований и правоохранительных органов, предлагаю рассмотреть вопрос о финансировании деятельности. Пока это только предложение, но мне кажется, в нынешних условиях, когда деньги уходят на другие цели, скажем так, вряд ли их будут выделять на подобные инициативы. Тем временем, что у нас еще на аспектах вышло? С Духовного управления мусульман Башкирии взыскали около 2 миллионов 100 тысяч рублей долгов по зарплате. Ну как взыскали? Решили, постановили взыскать в суде. Понятно, что живых денег, скорее всего, пока еще нет, потому что уже несколько лет как денег там нет по юридическим причинам. Еще со времен противостояния в судах с фондом «Урал» Муртазы Рахимова. И когда вот это вот понимаешь, осознаешь, всякий раз удивляешься, а как еще вообще это духовное управление ведет какую-то операционную деятельность, а Верховный муфтий передвигается на автомобиле марки Land Cruiser 200. В данном случае иск был зампредседателя Думы к председателю, ни много ни мало, Земфир Габдракипов. Соответственно. И, в общем, добился своего пока в суде первой инстанции. Дальше будут апелляционные инстанции. И посмотрим, на что это все выйдет в конце концов. Но, несмотря на все хитросплетения, Дом продолжает обещать и раздавать направо и налево интервью. Начал в последнее время Бергалин, обнадеживая общественность и, видимо, руководство республики о том, что мечеть Ар-Рахим на проспекте Салавата Юлаева рано или поздно закончат строить. Ну, а статистика того, как жители республики у нас живут, извините за тавтологию, она продолжает, на самом деле, удручать, мягко говоря. Вот слушайте, более 40% городских детей и более 65% сельских детей в Башкирии не могут позволить себе ежегодно хотя бы 1 неделю отпуска вне дома. Такие данные приводятся в докладе Башкортостан-Стата об условиях жизни семей с детьми.
Справиться с неожиданными расходами на срочный ремонт жилья, замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги не могут семьи 42 почти процентов городских и 62 с лишним сельских детей. 62%. То есть больше половины. Замена самой простой мебели недоступна семьям, в которых воспитываются 40% городских и 60,5% сельских детей. Очень, мягко говоря, статистика безрадостная. Это же, реально больше половины избирателей, больше половины граждан, которые должны были бы задаться вопросом, а почему у нас такая ситуация? А почему у нас триллионы рублей уходят на бездарные совершенно действия, которые в конечном итоге, опять же, приведут к еще большим печальным последствиям? Но нет, вопросы люди не задают, потому что телевизор, видимо, отвечает на эти вопросы должным образом. Должным, разумеется, в кавычках, разумеется, не для людей, а для того самого руководства, интересы которого ни в коем случае отождествлять с интересами государства и тем более страны, родины нельзя. Давайте, знаете что, сделаем сейчас небольшую паузу. У нас фрагмент есть. Вчера в гостях программы «Аспекты мнений» у Разифа Абдуллина была психолог проекта наставничества Регина Шамсудинова и говорила о том, какие на самом деле вопросы решаются, точнее, пытаются быть решенными в нынешних условиях такого рода общественными деятелями, как она. Послушаем, а я скоро вернусь. Как давно сам существует проект? И как вы отвечаете на вопросы, о чем этот проект, для чего он нужен? Сам проект существует с 2018 года. В 2018 году наш нынешний директор фонда Салима Мануилова, она ездила в Новосибирск и привезла оттуда технологию наставничества. Технология, которую придумал «Солнечный город», придумали тренинги, и вот оттуда мы ее сюда привезли. О чем он? Да, и для чего? В первую очередь это проект для того, чтобы помочь детям адаптироваться, детям из учреждений именно. Мы работаем с детьми, которые по каким-либо причинам попали в детские дома, и помогаем им адаптироваться в жизни после выпуска. Но начинаем мы это делать, когда они еще находятся в детском доме. Работаем с подростками с 12 лет. Находим для них взрослого, который подходит им по характеру, по интересам, и по другим различным причинам. Это такая штучная работа получается. Да, это очень похоже на такое, знаете, знакомство. Пазлы всегда совпадают? Мы стараемся, чтобы совпадали. Но трудности, конечно, возникают, и для этого у нас есть психологи, которые работают с людьми, с наставниками. Они всячески помогают, рассказывают про детей. Первое, с чего мы начинаем вообще, это у нас есть 2 тренинга. Люди, которые к нам приходят, которые хотят помочь, они сначала обучаются, как взаимодействовать с детьми, про всю нашу структуру, организацию. И есть еще 2-й тренинг, где мы рассказываем о психологии сиротства. Действительно, мы ищем друга, хотя это называется наставник, но все-таки мы стараемся... Проект «Друг» назовешь, как-то немножко звучит непонятно, а наставник вроде понятно, что человек старше, как минимум. Да, старше, опытнее, но цель не такую назидательную позицию принимает человек, а именно вот как друг такой принимающий, поддерживающий, человек, которому можно довериться. Дружба – это для меня понятие такое, знаете, редко вообще в жизни можно найти хорошего друга, это удача. А вот как происходит вот эта химия? Это же сложно сделать. Найти друга маленького ребенку, подростку. Правда, бывает непросто. Как происходит эта химия, я не знаю, я не объясню вам. Это какие-то мелкие детали, какие-то феномены, когда вот мы общаемся с человеком. Вы еще проводите отсев, не каждый человек подойдет. Да, действительно, у нас есть отсев, что не все проходят. У нас есть еще кое-какие правила и требования. Мы просим какие-то документы. Все-таки мы стараемся, чтобы к детям попадали люди добрые, с хорошими намерениями и которые смогут какой-то ресурс дать. Может попасть человек, который имеет судимость? Нет, который имеет судимость, нет, не может попасть. Просим справку об отсутствии судимости. Просим справку о том, что человек не состоит на учете. Стараемся внимательно к этому относиться, потому что все-таки ребенку нужен устойчивый ресурсный человек, который способен помочь ему социализироваться. А физическое здоровье другого плана вы рассматриваете? Хронические заболевания какие-то, еще что-то, может? Есть какие-то заболевания социально значимые, какие-то опасные. Типа туберкулеза, наверное? Что-то такое, да.
можете рассказать о результатах проекта, если вы в курсе, вот за 5 лет или за последний год, что вам удобнее? За эти 5 лет в Башкирии существует уже 224 пары подросток и взрослый. Проект существует по Башкирии, кроме Уфы, это еще Стерлитамак, Салават, Петровск, Куганак, Белебей, Бирск, Учелы. Так, все, по-моему, назвала. Приглашаем всех и в Бирске, и в Белебее в особенности. Очень хотим, чтобы люди активнее участвовали в жизни детей. Такие результаты. В Уфе у нас 85 пар. Но это такое количество, которое может меняться. То есть постоянно дети появляются, в каком-то поиске находимся. Дети выпускаются из детских домов, да, они взрослеют, адаптируются как-то. А сколько вы хотите в этом году? Ваш результат какой-то оптимальный? Вот наставник плюс воспитанник. Смотрите, у нас сейчас около 30 детей ждут. Будем счастливы, если мы этот лист ожиданий закроем. Вообще, мы, конечно, очень хотим, чтобы ждали наставники, а не дети. Результат проекта – это не только количественный показатель, наверное, и качественный. Вот ваш идеальный результат, вот что вы видите? Вообще цель у нас, чтобы после выпуска он смог, сталкиваясь с различными трудностями, их преодолевать. Обычно ребенок, когда выпускается из детского дома, обычно, как правило, они идут в колледж учиться, поступают после 9 класса. Кто-то заканчивает, кто-то не заканчивает, да, кто заканчивает колледж, потом нужно как-то искать работу. После 18 у них рядом нету никого взрослого. Если нету близких родственников, там опека или представители, сотрудники центров, они уже после 18 не включены в жизнь ребенка. Тут очень важно, чтобы у него был кто-то близкий, да, который смог подсказать. За этой справкой можно сходить туда. Они каких-то элементарных вещей могут не знать, эти дети. Но еще важно, чтобы ребенок учился сам преодолевать эти трудности. Ну что ж, послушали мы довольно объемный фрагмент, и я должен сказать, что сегодня у нас в «Аспектах мнений» в 11 часов видеоблогер и журналист Николай Бажин. Не пропустите, присылайте свои вопросы. А у меня еще осталось буквально немножко новостей, в том числе важных. Суд в Уфе начал рассматривать дело активистки Рамили Саитовой, которая заявила отвод судьям и прокурору. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленных против безопасности. Она с видеороликом около года назад выступила в YouTube в очередной раз, и тогда она призвала мобилизованных, мягко говоря, не соглашаться на мобилизацию, скажем это так. 9 октября судья Артур Сулейманов, прежде рассматривавший дело единолично, удовлетворил ходатайство гособвинения о том, что дело по вменяемой Саитовой статье должна рассматривать коллегия из 3 судей Федерального суда общей юрисдикции. Вот так вот. На том же заседании судья по ходатайству прокуратуры продлил ей срок содержания. Судьи Кировского райсуда Артур Сулейманов, Рафис Набиев и Рустем Шаймухаметов. Вот такие вот фамилии надо запомнить для тех, кто за этим делом следят. В женском корпусе появились холодильники и телевизоры в каждой камере, обновили отопление, вода теперь течет из кранов нормальная, но не техническая, как раньше. Еду приносят, ее уже можно есть. При этом отметила Саитова о том, что условия содержания в СИЗО стали чуть лучше. При этом в начале заседания, которое состоялось буквально вчера, получается, очередное, она объявила отвод прокурору Токтамышеву, поскольку надзорное ведомство, по ее мнению, еще в мае 2023 года, сразу после ее задержания, должно было обратить внимание на нарушение подследственности при ведении предварительного следствия, но не сделала этого. Общественница при этом сообщила, что написала по этому поводу жалобу в Генпрокуратуру России. В общем, очередное дело, скорее всего, будет решение, как бы прискорбно, и, может быть, Саитовой, к ней лично, но мы понимаем, что политическое преследование это и есть политическое преследование, то, чего быть не должно в нормальном цивилизованном обществе. И за слова, за мнение, конечно же, не только давать реальные сроки, но и даже штрафовать совершенно немыслимо. И почему это не является очевидным и совершенно понятным для наших граждан, которые зачастую говорят, нет дыма без огня. Раз судят, наверное, есть в чем вина. Друзья мои, вот нет никакой вины, нет. И до тех пор, пока вы будете думать, что ничего
ничего просто так не происходит, а раз происходит, значит, это имеет какой-то смысл. Но до тех пор не жалуйтесь ни на то, ни на что вообще не жалуйтесь, в принципе, да, потому что, как бы, если вы не понимаете элементарных вещей, то, в общем, жить в условиях рабства суждено до скончания дней, как говорится. Вот. Тем временем важная вышла статья. Мне кажется, она интересна для жителей Уфы, республики. Правда, она вышла довольно давно на «Коммерсанте», но вот я на нее внимание обратил. Интервью замруководителя Камского бассейнного водного управления Виталия Тюра об обмелении рек. И тут заголовок очень важный, красноречивый, который, мне кажется, точки над «и» очень правильно расставляет. Если мы углубим реку, имеется в виду белую, воды в ней больше не станет. То есть копать сколько угодно можно, а вода же, она не берется просто так. Вообще, с Виталием Тюром мы общались еще во времена «Эхо Москвы». Он давал важные комментарии, я уже не помню, ну, наверное, по теме тоже, касательно наших речных бассейнов. Вот. И человек с большой буквы, на мой взгляд, специалист, тем более я его знал, отца, замечательного преподавателя в аграрном университете, где я учился. Вот, значит, ссылку и название статьи найдете у нас в описании трансляции. Ну а Ради Хабиров принял участие в заседании комиссии по взаимодействию Башкирии и Башнефти. Знаете, какой печальный заголовок. Причем об этом отчитывается не кто-нибудь, а Башинформ. Вдумайтесь только. Комиссия по взаимодействию Башкирии и Башнефти. Было время, когда вроде как Башнефть и Башкирия были, двумя сапогами парой, да. Одно нельзя было представить без другого и наоборот. А теперь эти вещи живут в параллельных реальностях. Республика Башкортостан и Башнефть, флагман экономики. И лишь иногда заседает некая комиссия по взаимодействию этих самых крупных экономических субъектов Башкортостана и Башнефти. И об этом отчитывается с гордостью официальное информагентство, что, дескать, глава республики принял участие в заседании этой самой комиссии. Ну а вывод какой? Вывод очень простой. Все, что у нас было отнято, соответственно, постепенно. И то, что мы сейчас наблюдаем на региональном уровне, это все, разумеется, последствия того самого процесса новой сверхцентрализации, свидетелем которому мы были последние уже 23 года. Почитайте, я уже даже цитировать не буду, просто сам заголовок важен в этом контексте. Итак, друзья, сегодня у нас в 11 часов Николай Бажин в «Аспектах мнений», а я с вами прощаюсь. До новых встреч, хорошего дня. Читайте новости в «Аспектах» на сайте, в телеграм-канале, во всех социальных сетях. И не забывайте, пожалуйста, поставить лайки. До сих пор это сделали не все, кто смотрит прямо сейчас наш прямой эфир. Увидимся, до свидания.